Добрый день. Напишите в чат, слышно ли меня хорошо, видно ли хорошо. Если все в порядке, то будем начинать. Качество видео ухудшено с этой стороны. В ходе вебинара можно будет задавать вопросы, но ближе к концу я на них постараюсь ответить. Рад приветствовать вас на новом вебинаре. Он организован в рамках проекта «Мобильная дорога к чтению» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Северо-Остинского Республиканского института повышения квалификации работников образования. Тема нашего сегодняшнего вебинара – осетинский язык в цифровой среде. Как я уже сказал, можно задавать вопросы и комментарии писать. Чат работает. И обратите внимание под описанием видео, в описании видео под роликом есть ссылка на форму обратной связи. То есть я буду упоминать какие-то проекты, в которых в том числе вы можете поучаствовать. А также и для этого, и для участия в последующих вебинарах вам может захотеться оставить свои данные, чтобы не случайно попадать на такие мероприятия, а получать анонсы в следующий раз уже целенаправленно. Еще раз ссылочка на форму обратной связи, на анкету под видео. Начну. Включаю презентацию. Меня зовут Вячеслав Иванов. Я, возможно, наиболее известен как основатель осетинского раздела энциклопедии Википедия и сайта irunau.ru. Постараюсь сегодня рассказать о том, что есть и чего еще нет на осетинском языке в цифровой среде. В конце почитаю также чат трансляции, может получится какое-то интересное обсуждение. Давайте начнем с хорошего. Что у нас есть на сегодня? Вот такой список. Одновременно это вроде план моего выступления, да, о чем я хочу рассказать. То, что у нас есть, это новостные ленты, разного рода телеканалы и так далее, которые есть в интернете. То есть контент на осетинском языке, который можно потреблять, так скажем, да. Потом это Википедия на осетинском языке, социальные сети, то есть использование осетинского языка в социальных сетях, что там происходит, как это выглядит, как может выглядеть, да, что может быть, что может стать лучше. Вот. И как подтема в этом, это переводы интерфейсов. В социальных сетях, кто-то из вас знает, кто-то нет, можно переводить интерфейс сайта, и, например, ВКонтакте есть осетинский интерфейс, в настройках он включается. Потом еще одна такая таинственная будет у меня подтема, это инфоурок. Расскажу об этом, как влияет инфоурок на представленность осетинского языка в интернете. Потом об оцифровке книг поговорим, о приложении Рончинок и отдельно также поговорю о том, чего не хватает, да, какие есть интересные перспективы, и вы тоже добавите, чего вам не хватает для использования осетинского языка в цифровой сфере. Ну, давайте начнем. Новостные ленты. Различные электронные СМИ, телеканалы сейчас доступны в интернете, а также есть текстовые интернет-газеты. Так скажем. Еще лет 10 назад я выкладывал на irunau.ru любые звуки, которые находил.
Вот. В том числе это, например, была запись Нового Завета, озвученная, ну, очень профессиональная. Запись сделана была актерами Осетинского театра. И также записи с прямого, ну, просто с эфира, да, с радиоприемника сделанные записи осетинского радио. Это было очень все равно важно, потому что в интернете на тот момент было невозможно иначе услышать звуки осетинского языка. Вот. Сегодня, к счастью, этот период в прошлом. Очень много видео содержимого выкладывают ГТРК Алания, Алания Рестон и телевидение Южной Осетии. Они фактически выкладывают все новости, очень многие свои передачи. Многие из этих передач это длинные полноценные произведения, например, там поездка в какое-то село и час рассказывают об истории этого села, все, то есть на это можно ссылаться, и даже уже есть такие ссылки, например, в осетинской Википедии, да, то есть откуда мы взяли информацию, вот из этой познавательной передачи на, там, скажем, ГТРК Онлайн. Вот. И также на сайте телеканалов часто видеосюжет сопровождается текстовой версией. Ну, возможно, иногда это обратно производится, да, то есть сначала пишется скрипт, потом диктор его зачитывает, но скрипт уже есть, поэтому выкладывается ролик, и под ним есть текст. Вот, это очень хороший тренажер для тех, кто на каком-то этапе осваивает осетинский язык. Понятно, что не совсем на нуле, но, да, то есть хочет развить свои навыки, и вот смотрит ролик, что-то в ролике не расслышал, есть текстовая версия, прекрасно, такого материала очень много. Это, конечно, хорошее достижение. Вот, особенно, конечно, с возникновением канала Алани и Рестон стало такого контента очень много, потому что у них больше эфира, они очень много всего производят, и за счет того, что больше времени, они освоили больше жанров, конечно. Да. Там есть какие-то такие форматы вроде ток-шоу, да, когда несколько человек одновременно говорят, даже если это ученые, да, то есть люди такие сдержанные, воспитанные и так далее. Тем не менее, возникает какой-то вот конфликт в этой беседе, и уже совсем по-другому воспринимается, много более живо вот эта беседа, то есть не просто диктор зачитывает текст. Это очень здорово. Ну вот, отдельно хочется сказать о том, как на СМИ на осетинском языке, интернет-СМИ на осетинском языке повлиял конфликт в Южной Осетии. После войны 2008 года в Грузии появилось несколько новостных лент, которые переводятся на осетинский язык. Это, в частности, сайт Первого канала грузинского телевидения. Вот здесь уже есть ссылочка 1tv.gi. Можете посмотреть. И внизу есть скриншот. Вот. И также официальный сайт края, административной единицы Грузии, край Шидакартли, в который входит горе и его окрестности. И по юрисдикции Грузии, да, то есть по, скажем, по законам Грузии, да, в этот же край входит большая часть территории Южной Осетии, конечно, не подконтрольная грузинской администрации. Вот. И, соответственно, поскольку администрации края деваться некуда, им приписали эту территорию, да, вот, им приходится в новостях они завели ленту на осетинском языке, и в частности там публикуются новости, не только представляющие точку зрения Грузии на конфликт, да, то, что эта территория там оккупирована с точки зрения Грузии и так далее, но и есть новости из сел, в которых сохраняется осетинское население на территории Грузии. Вот. Это такой интересный пример языковой политики, которая вытекает из деклараций. Да? То есть, если Грузия декларирует, что в Грузии осетинам условно безопасно жить сейчас, да, то нужно делать и следующий шаг. И вот они пытаются делать. Качество текстов там
порой подвергаются даже осмеянию в социальных сетях, да, то есть там бывают какие-то ошибки, там опечатки и так далее. Ну, видно, что сидит, там, не знаю, два переводчика. Но, тем не менее, да, то есть более широко представлены осетинские тексты в результате в цифровой среде появляются каждый день и появляются сразу в нескольких центрах. Это Владикавказ, это профессиональные студии, да, двух телеканалов, это Цинвал, тоже телевидение профессиональное, а также, вот, например, в Грузии тоже есть редакции, которые работают каждый день и производят осетинский контент. С российской стороны вот таким новым сайтом, тоже связанным с конфликтом в Южной Осетии, стал спутник Южная Осетия. Там тоже есть осетинская страница. И очень профессиональная, там появляются журналистские материалы. И, что интересно, тоже, наверное, новое для осетинского языка, вот такая красивая модная инфографика. Да, там. Графики, подписи, вот это все очень хорошо. Из новостных лент текстовых хочется выделить сайт 15 регион. Ну, наверное, честно говоря, я забыл здесь ссылку написать в слайде. Ну, многие из вас его знают, кто не знает, тоже просто по названию можешь легко найти. Они публикуют часть новостей, часть заметок публикуют вместе с осетинским переводом. И в ленте их новостей такие переведенные тексты отмечены иконкой в виде буквы А осетинской, да, аббревиатура АЕ. Но переводят они не все новости, но с другой стороны они не заявлялись как СМИ на осетинском языке, поэтому это такая очень интересная инициатива с их стороны, очень похвальная. В интернете представлены также газеты Рожденат, ежедневная газета на осетинском языке, и Хурзарин. Ну, хочется тут отметить, что Рожденат выкладывает контент очень избирательно, то есть свои тексты далеко не все выкладывают, и с заметной задержкой. Поэтому, конечно, это не очень хорошо. Хорошо, что они наконец появились в интернете относительно недавно. Вот, и выкладывают очень многие номера просто в PDF, да, то есть просто всю газету можно открыть, посмотреть. Ну, с какой-то задержкой, ну, это можно оправдать тем, что им хочется, чтобы подписчики сначала прочитали, а потом люди, которым нужен архив, почитали через неделю эти PDF. Но хотя бы новостные заметки, если бы они выкладывали бы вот в формате новостного сайта, это было бы здорово. Но, может быть, у нас это впереди. Перейду к следующей теме. Это Википедия. Ну, все знают, моя любимая тема. С 2005 года я занимаюсь осетинской Википедией. Как это получилось? Я сначала редактировал Википедию на языке эсперанто. Там представлены редакторы из разных стран. То есть можно смотреть, как работает Википедия в разных странах за счет этого. Да? То есть такая очень международная группа работала и работает в Википедии на эсперанто. И я заметил, что появилась и развивается, например, Википедия на каталанском языке или на татарском языке и так далее. И я понял, что, в общем-то, осетинский язык попадает тоже в этот список, да, то есть это язык, так скажем, миноритарный язык в рамках крупного государства, да. И стал разбираться, что нужно сделать, и мы успели подать заявку до того, как изменились, ужесточились правила создания новых разделов. Вот. То есть, что такое Википедия? Это свободная энциклопедия. Раньше мне приходилось объяснять людям сначала, то есть, когда я пропагандировал осетинскую Википедию, надо было объяснять, что это такое. Сейчас, в принципе, все знают, что такое Википедия, все пользуются. Но хочется напомнить два основных момента. Это свободная энциклопедия, свободная в двух смыслах. Во-первых, она свободная в том смысле, что любой желающий может прийти ее править и дополнять. Это очень хорошо в смысле массовости и использования письменной осетинской речи.
И также свободный, в смысле свободный от коммерческого копирайта, да, то есть материалы не охраняются копирайтом в том смысле, что любой может взять текст из Википедии, надо только указать, что это текст из Википедии, и все, можно опубликовать, в том числе на своем сайте, разместить там рекламу и все. Это не запрещено. Вот. Многие языки получили Википедию автоматически. Например, аварский, абхазский просто по списку, так сказать, стали открываться в Википедии в какой-то момент. Но они не развивались, поэтому эта практика остановилась. Поэтому аварская и абхазская Википедия существовали как бы сами по себе, например. И позже просто активисты их нашли и стали ими заниматься. А осетинского раздела не было, нам пришлось проходить довольно сложную процедуру оформления заявки, предъявления желающих, да, то есть надо было показать, что есть несколько заинтересованных лиц. Вот. А сейчас современная процедура, она еще намного сложнее, то есть хорошо, что мы сделали это тогда. Сейчас, чтобы открыть новый раздел Википедии, видимо, это придется в какой-то момент делать для негорского диалекта, надо показать активность, то есть написать много статей, показать, что есть несколько разных редакторов, которые пишут, и перевести интерфейс Википедии. Вы видите на скриншоте, что не только текст на осетинском языке Сонгай и Агадан, о народе Баку, но и интерфейс вокруг, все служебные, так скажем, строки, они тоже, ну, плохо или хорошо, но переведены на осетинский язык. Вот такое вот, ну, я считаю, это достижение в области представленности осетинского языка в цифровой сфере. Осетинскую Википедию видел и похвалил Нафиджу Сойты. Вот, в разные годы высказывались ее поддержку осетиноведы Федор Таказов, Тамерлан Камбулов и другие видные деятели культуры и науки. Вместе с тем у нас сохраняется довольно низкая активность. Вот, там всего около 10 редакторов. Все это волонтеры, то есть простые люди с какими-то не запредельными компетенциями в осетинском языке. Многие из них просто используют Википедию как способ, так сказать, тренировки, да, чтобы продолжать учиться осетинскому языку. И есть уже сейчас около 12 тысяч статей, ближе к 13 тысячам. Большая часть из них все-таки это короткие статьи. Ну, как вы видите, вот это пример еще относительно приличной статьи. Тут есть картинка, 3 абзаца текста, список литературы. Вот. У нас очень хороший показатель глубины. Да? То есть многие разделы Википедии на языках России, там, например, чеченская, башкирская, татарская, давно нас обошли во много раз. Да? То есть 200-300 тысяч статей в этих разделах. Вот. Но у них очень низкий показатель глубины. Что такое глубина? Это, в частности, показатель, зависящий от числа правок на одну статью. Это значит, что статью кто-то написал, и второй раз ее больше никто не редактировал. Да? Вот в осетинском языке, в осетинском разделе такого не бывает, потому что есть вот там 3-4 наиболее активных редактора, которые помогают друг другу. Да? То есть один написал статью, второй зашел, там что-то еще дооформил, там что-то приписал и так далее. Вот много такой совместной работы. И получается такой эффект синергии. Когда вместе работаешь над статьей, это весело, увлекательно. Всем рекомендую попробовать. Напоминаю, есть ссылочка для того, чтобы оставить свои контакты под видео. И тогда вам будут приходить анонсы следующих вебинаров и так далее. Вот, рассказал про глубину. Какие есть перспективы у осетинской Википедии? Ну, во-первых, нужно больше участников. Это важно и для самих участников, потому что участие в Википедии, несомненно, повышает компетенцию, да, уровень владения языком. И важно для языка в целом, когда говорят, что язык умирает. Да, язык умирает, не сам по себе, не то, что он заболел. Он умирает, когда им перестают пользоваться. Да, люди перестали говорить, и тогда мы констатируем, что никто на нем не говорит. Язык умер, превратился в классический язык, да, как еще иногда говорят, что не говорить мертвый. Вот, таким образом, каждый день, когда вы
не пользовались своим осетинским языком, да, своим знанием осетинского, ничего не сказали на нем, в этот день вы приблизили его конец. Да? Вот аналогично, в день, когда вы не прочли и не написали ничего по-осетински, а вы приблизили конец осетинской литературной традиции. Да? В этом смысле, если взять привычку каждый день смотреть последние правки осетинской Википедии, что-то там дополнять, то повысится и ваша личная компетенция, да, то есть сфера тем, на которые вы можете рассуждать, писать, говорить по-осетински, так и весь осетинский язык будет таким образом развиваться, да, то есть на осетинском языке говорят о народах Африки, например, в данном случае, да, как на скриншоте. Это очень важно. Вот. И дальше говоря о перспективах, ну, почему еще это важно, да, у нас есть группа людей, которые занимаются письменным осетинским языком. Это в какой-то степени учителя родного языка и в большей степени журналисты, например. Да, они пишут в рамках редакции, но осетинский письменный язык надо выпустить из этих тем. Да, он должен использоваться за пределами редакции и школ тоже. Например, Википедии и далее везде, что называется, да, то есть хочется видеть текстовые блоги, видеоблоги на осетинском языке. И говоря о перспективах, да, я уже упомянул, что в какой-то момент нужно будет создавать дигорскую Википедию, потому что дигорский и ромский диалекты не очень хорошо совместимы в рамках одного проекта, да, то есть вы видите у нас здесь гиперссылки красные и синие. Это, ну, то есть мы выделяем слово определенным образом в разметке, и появляется ссылка на статью с этим заголовком. Учитывая то, что дигорские слова чуть-чуть отличаются или резко отличаются, редко полностью совпадают с иронскими, да, мы таким образом просто даже ссылки не можем расставить. У нас есть несколько текстов в Википедии на дигорском диалекте, то есть мы не требуем, чтобы все участники писали по-русски. Можно пытаться писать, если статья целиком написана на дигорском, мы ее оставляем, помечаем категорией дегуронауфышт, да, то есть написано по-дигорски, и ждем, когда это можно будет перенести в дигорский раздел, когда он появится. Вот. Но это отдельная такая сложная тема, потому что для этого, чтобы создать дигорскую Википедию, нужны, соответственно, активисты, которым это будет нужно, которые займутся этим, и нужен код, ISO код дигорского диалекта, да. Хорошо. Дальше перейдем к теме социальных сетей. Вот. В социальных сетях можно пользоваться осетинским, никто не запрещает, но, к сожалению, мало кому это приходит в голову, потому что общение в социальных сетях в основном происходит в письменном виде, а основным письменным языком большинства осетин, даже бегло говорящих по-осетински, является русский. По одной очень простой причине – это влияние образования на русском языке. Да. Сейчас у нас есть некоторое ограниченное количество школ, которые преподают ряд предметов на осетинском языке. Это замечательное достижение. Этих школ маловато, да, но дети, которые оттуда будут выходить, они, можно надеяться, будут пользоваться в социальных сетях осетинским языком свободнее, потому что у них будет привычка в том числе писать, говорить на разные темы, не только бытовые, не только культовые, да, на осетинском языке. Сейчас совсем мало сообществ, где преобладает осетинский язык. Чаще всего осетинский язык появляется в комментариях, если он пришелся к слову, да, то есть если осетинская фраза кажется человеку более точной или хлесткой и так далее. А также, если хочется сказать что-то плохо переводимое, да, такие слова, как «да», «шарм» обычно вставляются в русский текст в осетинском оформлении, иногда даже в осетинской орфографии, или если хочется сказать что-то, что хотелось бы скрыть от внешних оценок, да, то есть осетинский язык как тайный язык, так скажем, да, то есть в публичной сфере человек хочет что-то написать, но хочет, чтобы это увидели только его соплеменники, и в этот момент переходит на осетинский язык.
Вот хочется сказать человеку, там и оставайся, да, ну ты молодец, ты же вот можешь писать хорошо, значит, надо как-то это делать чаще, а не только в эти тонкие моменты. ВКонтакте есть несколько групп, в которых преобладает осетинский язык. Пожалуй, самая живая на сегодня из них это группа Жерваток. Вот первая ссылочка у нас сверху, она активна на сегодня. То есть довольно много групп заброшено, потому что, ну, понятно, человек ведет группу или там сообщество, паблик и так далее. Ведет 2-3 года, потом чем-то другим начинает заниматься, это нормально, конечно. Вот. Ну, в принципе, хотелось бы, чтобы находил себе последователей, да, которые могут передать это, но так не всегда получается. Вот как пример живого такого сообщества, это вот сообщество Жарваток, там публикуются разные афоризмы, цитаты из литературы, просто какие-то мемасики, то есть такая молодежная, может быть, даже подростковая немножко культура, которая в основном представлена на русском языке, но она хорошо переводится на осетинский. Это замечательный такой проект, который, на который я подписан, в котором вижу свою дозу осетинского языка каждый день. Вам тоже рекомендую. А если вам не понравится качество или уровень, вы всегда можете сделать аналог, да, и сделать лучше. Вот, и надо не останавливать себя, когда появляется это желание. Вот. И некоторые другие тут упомянутые сообщества, это Юоровский юмор, вот адрес Ерунау, ха-ха-ха, да, заброшенный в 2017 году. Но до этого времени там почти каждый день публиковались интересные материалы, в основном анекдоты, иногда даже пошловатые, иногда переведенные, а иногда оригинальные на осетинском, да, то есть возникшие на осетинской почве, ну, видимо, в Цинвале, зачастую записанные вот этой интернет-орфографией, которая обозначает носителей кудара-джавского говора иронского диалекта. Да? То есть вместо «ты», когда написано «ш», да? То есть в явном виде. Происходит это, иногда люди на севере не понимают, почему это происходит, думают, что люди неграмотные, не умеют писать. Писать они умеют, потому что у них все хорошо с языком в школе, но школа требует от них произносить «ц» как «ц», не как «сы», «ш», а как «ц», а говорят они на улице «ш». Поэтому, когда им хочется что-то записать, как они это говорят на улице, а подчеркнуть, да, вот эту идентичность, они пишут, как слышится. Вот. На севере так не происходит, потому что на уроках разрешают читать так, как дети, ну, даже заставляют, да, наверное, так, как дети говорят, да, то есть, если они говорят «с», то есть соковая норма, да, то пишем «ц», читаем «с». Все с этим знакомы, соответственно, когда надо написать, или человек неграмотный, тогда он пишет совсем русскими буквами, и там вообще все плохо, а не только «ц» меняется на «ш». Или он пишет правильно, вот, а произносит так, как научился. Вот, и некоторые другие тут упомянуты. Вот Рок Ерунау тоже интересная группа. Это группа, посвященная року с осетинскими текстами. Ну, не так много таких групп, но тем не менее там есть какой-то контент, есть что послушать, посмотреть. Вот, свой ренессанс увидело сообщество «Пять слов на осетинском», которое раньше публиковало короткие заметки с разбором небольших текстов на осетинском языке, да, то есть более такой ориентированный на начинающих, может быть. Сейчас там публикуются более крупные тексты, этим занимается Юрий Дряев. Публикуются также билингвы, да, то есть когда тексты, ну, по абзацам написано осетинский абзац, и его, соответственно, на русском языке. То есть для таких продвинутых уже изучающих очень полезно, очень. Я, например, там тоже очень много узнаю, какие-то что там было? Да, Агурок, да, был вот из того, что я недавно узнал. Это вот человек, который пришел что-то взять взаймы, да, вот оказывается есть такое выражение Агурок. Буквально искать вкус, да, но переводится не буквально, а имеет значение это устойчивое выражение. Ну, здорово, где бы я еще это
И в Фейсбуке вот можно выделить группу, которая называется Мадалона Джагла Ауде Корт. Там тоже она активная сейчас, там публикуется много разными людьми, не только Юрой Дряевым, но другими тоже товарищами. Тексты на осетинском языке и на осетинском языке, об осетинском языке тоже очень-очень полезно все это. И была активная группа, но закончилась, которая называлась Иронов Жаджи клуб, там же в Фейсбуке. Найти ее можно, но сейчас туда просто общий осетинский текст, причем на русском языке, сваливают всякие объявления и так далее. То есть можно сказать, что эта группа деградировала. Ну, какие-то, наверное, где-то появляются, которые я пока не увидел, и там тоже, возможно, доминирует осетинский язык. Хотелось бы верить, что я просто не всех знаю. В Инстаграме есть несколько интересных аккаунтов. Это, конечно, аккаунт просто факультета осетинской филологии, в котором появляются объявления о работе факультета и о культурной жизни, связанной именно с языком в республике. Но помимо этого есть несколько каналов актеров, скажем так, да, самодеятельных артистов или профессиональных артистов, которые делают в таком инстаграм-стиле короткие зарисовки. Иногда они смешивают языки, да, иногда у них преобладает русский язык, но бывают осетинские зарисовки. И есть в том числе несколько, ну, совсем мало, конечно, аккаунтов, в которых все эти сценки на осетинском. И на Ютубе, в каком-то смысле Ютуб это тоже можно назвать его социальной сетью. Там представлены телеканалы, об этом я уже сказал, но есть еще и вот какая-то такая самодеятельность, вот именно в духе социальных сетей. Вот. И из того, что можно выделить там, где действительно много осетинского языка, это канал кафедры ЮНЕСКО СОИ ГПИ, на котором вот справа скриншот. Они выложили туда в свободный доступ видеокурс осетинского языка. Довольно продвинутый, там есть что посмотреть, это очень полезно. Но вот можете посмотреть статистику просмотров. Первый урок посмотрело 30 тысяч человек, второй урок 5 тысяч человек, вот, а 7-8 уже там меньше тысячи, 14 урок 500. То есть люди, конечно, сдаются, очень тяжело. Легко начать, но довольно легко быстро сдаться. Вот, в этом смысле такое самоучение без поддержки учителя, например, оно не всегда бывает эффективным. Как правило, бывает неэффективным. И еще один канал в Ютубе, который мне хотелось выделить, это Юдинат с Гурамом Карсановым. И там было очень интересно, что Гурам брал интервью у разных деятелей политики, культуры в основном, да, на осетинском языке, при этом сам Гурам говорит на кудара-джавском говоре, на языке Цхинвала, так скажем. И его гостями часто были разные люди, ну, в том числе северяне и даже дегорцы. И часто бывало так, что Гурам говорит по-кударски, ему отвечают по-дегорски, и люди общаются, хорошо друг друга понимают. Это просто потрясающий пример вот того, когда осетинам не надо делать, как некоторые делают, что ой, я не понимаю по-кударски, да, я не понимаю по-дегорски. И носители разных форм осетинского языка переходят на русский язык, чтобы объясниться. Вот. Нужно немножко попрактиковаться, посмотреть этот контент на разных говорах и диалектах, и просто научиться это тоже воспринимать, мне кажется. Вот. Любопытное явление – это на следующем слайде попадание школьного контента в интернет через такие сайты, как Инфоурок. Вот. А в школах учителя и ученики генерируют очень много текстов на осетинском языке. Это презентации, сочинения, доклады, планы уроков и так далее. Конечно, в этих текстах нередко бывает сокращенное изложение или просто огромные цитаты из учебников, да, то есть из, например, истории осетинской литературы Шамиля Джукаева. Вот я встретил
такой текст. Думаю, такой интересный текст, надо же в докладе девятиклассника там, да? И думаю, уже там хотел что-то процитировать, куда-то скопировать. Потом а, залез в известную мне книгу, чтобы посмотреть, а что пишет об этом Дюкаев. А он пишет это, да? То есть это и оттуда взято. Но, тем не менее, там нередко бывают, ну, не просто цитаты, а, конечно, пересказы или полностью составленный свой текст, там, например, со слов старших и так далее. В этом смысле нельзя недооценивать этот тоже источник. Вот. И также бывает, что в осетинский текст доклада книги попадает, в осетинский текст в сокращенном виде попадает русский текст серьезной книги по истории, например, книга Виталия Тменова «Зодчество средневековой Осетии» или Затьяты Руслана «Культура поздней средневековой Осетии». Да, то есть я вот видел доклад об осетинских башнях, и там просто картинки из этих книг, они узнаваемые, но текст при этом осетинский, книга не выходила на осетинском, насколько мне известно. То есть это замечательный пример такого использования осетинского языка в цифровой среде. И все это индексируется поисковиками, то есть в итоге, когда вы ищете там Машкута, да, то находите осетинские башни на сайте Инфоурок. Да? Вот. Что здесь не очень хорошо, да? Плохо, что все это сваливается в раздел «Родной язык» вместе с работами на разных других языках Российской Федерации. То есть внутри сайта Info.ru удобно все это не находится, насколько я знаю. Вот. Насколько мне известно, сейчас создается или уже создан справочный сайт в помощь учителям осетинского языка. Если кто знает его адрес, сбросьте в чат, чтобы уже коллеги и другие заинтересованные лица его увидели. Вот. И хотелось бы, чтобы учителя, когда загружают свои работы на инфоурок, в том числе через какое-то время, например, да, то есть если инфоурок дает какие-то бонусы за такую загрузку, то через какое-то время, да, загружали бы эти работы и на, ну, республиканский сайт этому посвященный, да, чтобы, ну, это как-то собиралось в чуть более упорядоченном виде где-то, потому что это очень ценные источники, которые тоже нельзя недооценивать. Ну, тут важно понять силу мотивации, да, то есть что я, честно говоря, не разбирался до конца, что получают. Мне кажется, учителя за такие работы, загруженные на инфоурок, они получают какие-то бонусы, да, типа скидки, баллы для прохождения заочных курсов повышения квалификации, которые могут им засчитывать годовой отчет и в итоге влиять на квалификацию. В этом смысле, конечно, было бы здорово, если бы у нас была какая-то схема такого поощрения, да, то есть какой-то анализ того, какая мотивация работает, чтобы эту мотивацию применить и внутри республики. Вот, не знаю, возможно ли это. Надо думать в этом направлении. Вот. А следующая тема – это оцифровка книг. Да, то есть на осетинский язык не относится, как многие другие языки Российской Федерации, к младописьменным языкам. Это язык с очень большой литературной традицией. Первая книга на осетинском языке была напечатана, да, то есть вышла в типографии в конце XVIII века, весь XIX век выходили книги, ну, в основном связанные с распространением христианства, но тем не менее выходили книги на осетинском языке. Вот. И начало 20 века, до революции, увидело выход нескольких периодических изданий на осетинском языке и публикаций первых осетинских литераторов. В этом смысле, когда мы говорим, вспоминаем осетинскую лиру Коста, нам, отдавая ей должное, важно не забывать о контексте, да, что это был ярчайший пример, но тем не менее среди многих, да, и это очень ценно. Вот. И с тех пор было, конечно, в советское время тоже издано очень много литературы, в том числе справочной, но в основном художественной, которую сейчас нужно как-то вернуть в оборот, потому что малотиражность всего этого и хранение в каких-то там библиотеках, да,
Вот, требует, то есть время требует того, чтобы все это было оцифровано и доступно а, для потребителей, да, для тех, кто владеет осетинским языком, хочет на нем читать и на основе того, что прочитал, писать. Да. Вот. Хочется упомянуть сообщество ВКонтакте Баржевсак, в котором собрана огромная коллекция книг на осетинском языке и книг осетинской тематики, не только на осетинском языке, на русском языке об Осетии и шире о кавказоведении даже. Но основная, тем не менее, там тема – это осетинская литература, осетиноведение, вот очень много. Всем рекомендую, кто еще не знаком с этим источником. Огромная работа за этим стоит. Очень здорово. Вторая ссылка, которую я упоминаю, это journal.ru билингва. Это подраздел сайта journal.ru, осетинский язык онлайн, в котором Юрий Дряев выкладывает коллекцию параллельных текстов на осетинском языке и языке оригинала. Не всегда даже это русский язык, иногда ему удается найти переводы из английского языка на осетинский, тогда там 3 колонки. Да, то есть рассказ на русском, английском и осетинском языках параллельно. Можно смотреть, как переводчик справлялся с многими вызовами, которые при этом, конечно, возникают. Там бывает заметно, что переводчики иногда сдаются. То есть так смотришь, колонки, они параллельные, и в осетинском тексте есть такие зияющие места. Да, то есть места, которые переводчик решил не переводить. Или редактор издания решил не публиковать там Махтугина. Вот. Но это, тем более это интересно. Да, то есть такая глубокая работа с текстом получается. Очень полезно, конечно, ну, на всех уровнях. Даже для хорошо владеющих это вот можно посмотреть, почитать и сравнить художественные средства и так далее. И также какое-то количество отсканированных книг лежит на сайте научной библиотеки республиканской. У них такой немножко нечитаемый адрес nslip.yamweb.ru. Но это официальный сайт нашей научной республиканской библиотеки. Там тоже кое-что есть. И, к сожалению, я потерял адрес, но есть сайт, недавно открывшийся, более-менее год назад. Юго-Осетинский сайт, в котором книги, видимо, издательства Иристон и Цхинвальского тоже прямо десятками загружены на этот сайт. Очень много редких осетиноведческих изданий, которые там выходят, соответственно, там тиражом 300 экземпляров вышла книга в Цхинвале. Ну, человек, который владеет осетинским, живет в Москве, ее, видимо, никогда не увидит. Да? Вот. И хорошо, что они сами со своей стороны просто загрузили их в интернет, и они могут оттуда, в том числе как файлы, дальше расходиться, не только в рамках этого сайта. И, наконец, приложение Ronchinik. Это революция в способе подачи осетинской литературы. Вы видите справа фрагмент интерфейса, и видно, что можно читать текст и одновременно запустить его озвучку, причем по озвучке есть удобная навигация. Крупные кнопки, рассчитанные на мобильное устройство, на мобильный телефон. И вот можно пролистать на 30 секунд вперед, можно бегунком листать текст. То есть можно найти нужное место, услышать озвучку, посмотреть в тексте, как это записано. Это, конечно, очень большое подспорье, в частности, в работе с детишками, которые учатся читать, да. Говорят, не всем детям одинаково легко дается чтение на осетинском языке из-за того, что, например, разное фонетическое значение имеют одни и те же знаки, да, на уроках русского языка и осетинского. Вот. Я учил осетинский язык, когда мне было уже 15-16 лет, и ну, у меня это не вызвало какие-то трудности. Ну, наверное, действительно, в начальной школе это может быть проблема. Вот. Приложение Iron Chinik
сделано в 2017 году Ахсаром Габараевым. Далее ему удалось наладить сотрудничество с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования. Лично с Татьяной Лазабековной Акшиевой. И приложение не осталось только таковым, но было вовлечено в проект, который называется «Путешествие в мир сказок», и было представлено в детских садах и много раз упомянуто в СМИ. А и сейчас идет похожая программа продвижения этого приложения уже в молодежной среде. Мы видим результаты. Да, это одно из немногих осетинских приложений. Пожалуй, единственное осетинское по контенту приложений. Да, и одно из немногих приложений, связанных с Осетией по своей идее, по тематике, у которого более 10 тысяч установок и очень хорошие оценки в маркете, так скажем. Вот. И это потрясающее достижение. Вот отдельно хочется сказать, что для проекта были созданы новые звукозаписи. То есть это не просто компиляция имеющихся сканов, то есть нет уже недостатка на данный момент в отсканированных книгах, но для приложения специально были записаны звукозаписи, то есть новые, не просто там архивные записи радио 80-х годов, а созданы новые, которые вот пополнили корпус записанной осетинской речи. Это очень здорово. Там участвовали известные актеры, такие как Жанна Габуева, Элита Секинаева и другие. 10 тысяч установок для осетинского языка – это огромное число. Огромное. Я напомню, что тираж Рожденада давно провалился ниже этой отметки. Да? То есть когда-то, я помню, Рожденада был тираж 15 тысяч, потом 12, сейчас ниже 10, не помню, 5-6. Вот, поэтому это, с одной стороны, потрясающий, вдохновляющий успех приложения Ирончиных, да, с другой, конечно, немножко грустный успех в том смысле, что хочется видеть в этой отрасли Адер фон Захам Ахшары, да, то есть должно быть хотя бы, 3-5 таких приложений, да, на осетинскую тему, с осетинским интерфейсом, которые бы как-то немножко, может быть, конкурировали бы даже, вот что-то такое. Но вот этого, к сожалению, у нас нет. И под конец моего рассказа, раз уж мы поговорили о приложении Ирончиной, хочется упомянуть второе из двух приложений на осетинском языке. Это замечательное приложение Бажон, загадка, да, в которой пользователи могут, причем друг с другом, соревноваться в знании каких-то фактов об Осетии, осетинской культуре, осетинском языке. Причем там полностью интерфейс на осетинском языке и сами эти квесты на осетинском языке, вопросы, ответы, все на осетинском языке. Это другого такого приложения я не знаю. Есть несколько приложений, в которых, например, книга на осетинском языке, там Нарты Каджита, допустим, да, оформлена как приложение, можно полистать книгу, все на этом, или словарь, тоже понятно, что это, или учебное приложение, например, есть приложение Iron Now, которое, похоже на Duolingo, не буду говорить, что имитирует, понятно, что это отдельный проект, но, в общем, там некие упражнения делаешь, продвигаешься в изучении осетинского языка. Это именно приложение рассчитано на людей, которые уже владеют осетинским. Очень здорово. Такого мало, надо, чтобы было больше, потому что это самая уязвимая группа, это люди, которые говорят по-осетински, которые выучили или в школе, и дальше что им делать, да? То есть должна появляться новая современная литература, новые современные цифровые возможности, игрушки и так далее. Вот. А под конец моего рассказа хочется перечислить то, чего у нас нет, да, и то, чего стоило бы как-то достичь. Это координация работы над терминологией. Да. То есть сейчас не так много проектов, в которых ведется перевод чего-нибудь технического на осетинский язык.
Это, например, перевод интерфейса ВКонтакте, перевод интерфейса вики-движка, на котором работает Википедия, но любые другие сайты тоже могут его использовать. И перевод интерфейса Телеграма тоже. Над этим, по-моему, даже 2 группы работает. Не знаю, как они потом вместе сольются с результатом. Ну, в общем, тут главное не в этом вопрос, а то, что все делают более-менее по-своему. Да? Например, когда речь идет о командах, ВКонтакте команды переведены в интерфейсе императивами, как делают, например, интерфейсы на тюркских языках, на итальянском языке. Например, там кнопка «Закрыть», по-русски «закрыть», а по-астински «шахкан», да, не «шахканен». Например, в Википедии эти команды переведены инфинитивом, хотя у астинского инфинитива, пожалуй, нет этого значения императива. По-русски можно сказать «закрыть», там, «выйти», там, «стоять», да, и так далее. Вот. В астинском, если это императив, то он должен быть императивом. Кроме того, он короче, да, просто. То есть окончание отбрасываем, это все выглядит компактно. Вот. Но тем не менее есть разные понимания того, как можно переводить, да, более буквально переводить с русского, менее буквально. Вот. И видно, наверное, неплохо, что есть какая-то конкуренция, обсуждение между этими проектами, но она недостаточная, во-первых, то есть нельзя сказать какое-то такое обсуждение вялое и с паузами в несколько лет. И кроме того, накопленный опыт нигде не оседает, да, то есть нет какого-то источника, где бы сохранились все эти находки, которые обнаружились, когда люди переводили ВКонтакте. Название альбома Нывуат, там по аналогии с Дамхуат и прочие такие. Вот, дальше автоматическая проверка орфографии. Вот много лет об этом говорим. Я так понимаю, до сих пор нет решения. Тоже хотелось бы уже как-то закончить эту тему, чтобы у пользователей появилась проверка орфографии. И третья проблема – это ISO-код дегорского идиома или диалекта, да, то есть зачем он нужен? Чтобы создавать проекты на дегорском языке, в частности, дегорском диалекте, языке, как его тоже иногда называют, да, нужен код, потому что иначе не создать, например, дегорскую Википедию. Но это такой организационный вопрос, он, в принципе, решаемый, но тоже надо этим заняться. Потом дальше. Нет понятной системы микрогрантов, да, то есть довольно много активистов или людей, которые готовы ими стать, вот, но им в условиях, как это принято говорить, экономически депрессивной республики, да, нужна какая-то минимальная поддержка в виде, не знаю, 1/4 зарплаты, чтобы объяснять себе, почему они каждый день тратят там 2, 3, 4 часа на свой проект. Вот. Например, в новостях я тут недавно прочитал, что ребята в Хакасии смогли получить грант республики на перевод как раз их интерфейса ВКонтакте на хакасский язык. Это логично, это правильно, потому что очень большая работа, просто огромная, там десятки тысяч строк. Но у нас в Осетии даже, я так понимаю, никому, мне во всяком случае, не пришла в голову такая идея, да, что можно у кого-то попросить под это деньги. Вот, то есть это не то, чтобы характеризует как-то местные власти плохо, но сам момент, что непонятно, как с этим быть, да, то есть было бы здорово, то же самое мы видим по инфоуроку, что там на сайте есть какие-то бонусы, я не уверен, честно говоря, но вряд ли за загрузку в работу прям платят чистые деньги, скорее всего, какие-то скидки на курсы и так далее. И благодаря этому там появилось очень много осетинского контента, который иначе в интернет не попадал. То есть мы видим, что какие-то микроденьги в этой среде могли бы очень сильно расширить употребление осетинского языка в цифровой среде. Дальше. Унификация кода для символа АЕ.
Сейчас до сих пор я знаю, есть места, где набирают книги и так далее, печатают или Йо, или Ще, и у них есть специальный шрифт Arial Iron, в котором вместо знака Йо или Ще перебита буква АЕ. И в таком виде печатают книги. Но если этот текст скопировать и вставить куда-нибудь в интернет, то получится текст с буквами Йо. И такие тексты вы, возможно, даже видели. Кроме того, большинство, наверное, все еще большинство людей сейчас набирают с клавиатуры при помощи раскладки клавиатуры, которая лежит на aeronaut.ru, и в ней код символа AE правильный, да, он отображает правильный символ. Но это код латинского символа AE, который используется в норвежском, в частности, языке. Он лучше поддерживается шрифтами, этот выбор понятен. Но в то же время есть код латинского знака, код кириллического знака. Вот, он хуже поддерживается шрифтами, но лучше машинно обрабатывается, наверное, в итоге. То есть в какой-то момент и сейчас с этими кириллическими шрифтами появляются новые тексты, которые набраны в Linux и с мобильных клавиатур. То есть получается такая несостыковка. У нас есть какое-то количество астинских текстов, в которых символ AE набран с латинским кодом, да, то есть мы это не видим, это видно только внутри компьютера, да, и какое-то количество текстов, набранных с кириллическим символом. Вот, и это вот такой момент довольно сложный. И непонятно, какая в этого перспектива, но, видимо, придется в какой-то момент переходить на кириллический. Вот. Потом хотелось бы добиться поддержки осетинской раскладки из коробки, что называется. В частности, чтобы Windows можно было при установке Windows выбрать Россия и раскладка осетинская. Да? Там уже есть, например, татарский и саха-якутский язык. А что-то можно предпринять, чтобы поддержку раскладки, да, не надо интерфейса Windows. Но вот раскладки, чтобы она была, чтобы не надо было совершать очень много действий, чтобы начать писать по-осетински. Это странно. То есть цена входа должна быть ниже. Это важно для того, чтобы осетинский был хорошо представлен в цифровой среде. Вот, благодарю за внимание. На этом в моей презентации, в принципе, все, но сейчас посмотрю тоже, если были какие-то вопросы, как-то их постараюсь прокомментировать. Да. Какая ситуация сейчас с осетинскими влогами, спрашивает Артем. Есть какое-то количество видео развлекательного, в частности, на осетинском языке, которое пишут люди, да, деятельные актеры или профессиональные. Но, пожалуй, что мало. И в основном это такие сценки, зарисовки, там какие-то юмористические, как правило, патриотические, поэтические. Но нет такого влога, или я о нем не знаю, в котором бы человек именно вел влог, да, то есть 15 минут что-то рассказывал или показывал, как он распаковывает мобильный телефон, что-нибудь такое происходило. Вот такого очень много на любом языке, ну, более-менее крупно, да, на русском мы такого очень много видим. Вот, и делать это очень недорого, да, нужна любительская камера, рабочий стол и идея, о чем хочется рассказать. Но вот именно такого контента на российском языке пока мало, это, ну, не буду оценивать, хорошо или плохо, конечно, не очень хорошо. Да, вот на сайте SoRipCro создан сайт для учителей осетинского языка, но ссылку никто не приложил. Да, то есть я тоже слышал в таком виде, а ссылку не видел пока. То есть знаю, что есть такой. То есть, соответственно, если вы найдете сайт SoRipCro, наверное, вы найдете и раздел для учителей осетинского языка. Там что-то новое, то есть на это надо посмотреть. Я вот сегодня тоже планирую разобраться. Какие трудности были при создании Ирончинок? Ну, об этом, да, владелец канала. Мы находимся на канале Ирончинок. Расскажет подробнее. Вот он уже тут пишет в тексте. Вот одна из сложностей — терминология. Потому что многие просто даже
слова связаны именно с интерфейсом, приходится придумывать, да, там счет, закрыть, открыть, удалить, скачать, и при этом возникают тоже вопросы, поскольку это новое все, то часть носителей начинает ругаться. Вот у нас, например, конкурируют ВКонтакте две формы. Раньше было их больше. Для слова удалить были формы аювашкан, шихал, ишхав и еще несколько других. Вот. На севере люди не полюбили форму шхав, потому что она им кажется грубой. Вот. А на юге она предпочтительна. Вот, соответственно, вот эти две формы там сейчас и конкурируют, в принципе, равно используются. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю, надо смотреть, что устоится, что будет более привычно. Ну, наверное, останется форма шихал. Если все к ней привыкнут, то это будет традиционным переводом для слова удалить. Надо понимать, что русское слово удалить когда-то тоже звучало странно, потому что оно по своей внутренней форме означает отстранить, да, отправить далеко и так далее, удалить. Образовано от слова даль. Поэтому тут выбор, как бы не так важен сам выбор, как важна традиция использования. Да? Если все будут говорить время какое-то слово, пусть даже не очень удачное, оно будет тем словом, которое переводит это понятие. Вот и все. Да. Да, да, термины надо вот фиксировать, куда-то собирать. Нужен какой-то аурус, так скажем. Ну, не очень понятно делать. А внутри переводилки ВКонтакте, ну, кстати, всех желающих тоже приглашаю переводить интерфейс ВКонтакте и писать осетинскую Википедию. И то, и другое – это открытые проекты, и можно поучаствовать. Да? То есть, если вы чувствуете в себе желание, и если находите ошибки, тем более, да, то ну, надо понимать, что это волонтерские проекты, в которых участвуют такие вот плохо подготовленные люди, как я, и там, другие мои знакомые, с разным фоном, да, с разным образованием и так далее. Потому что если вам интересно, и вам кажется, что вы будете находить хотя бы 15 минут на это, то давайте разбираться, связывайтесь со мной и будем помогу разобраться, сделать первые правки и тянуться. Если это вам интересно, это возможно. Вот. И про чувашский интернет комментирует Артем, в нем разбирается, значит, куча отснятых праздников, конференций и так далее. Ну, в принципе, да, на осетинском языке тоже такое есть. То есть, если там есть и свадебные кадры на осетинском языке в Ютубе, все это тоже есть, похоже. Но вот сейчас появилось очень профессиональное телевидение, тоже очень много хорошего контента они выкладывают. Можно отметить замечательный песенный конкурс, который недавно прошел Ажарма, и тысячи людей смотрели новые аранжировки, так сказать, старых песен о главном, да, то есть известных осетинских шлягеров. Вот, это многих сподвигло услышать оригинал, может быть, в первый раз, да, то есть это очень интересно, люди сформулировали свое мнение, встретились в комментариях, представители севера и юга, да, тоже там обсудили взгляды на общие вопросы, да, кто на правильном говорит, кто на неправильном, то есть это очень полезно. Вот. Вроде бы ничего не пропустил. Да, кто придумывал термины? Ну ответил. А, термины по-разному придумываются. Вот если говорить о переводе интерфейса ВКонтакте, ну там не совсем не такие ответственные термины, как в программе преподавания ботаники, да, например. Там издаются терминологические словари, эта работа ведется просто в вузах республики, это есть. Вот. А именно для перевода интерфейса нужно перевести там, как сказать альбом, там, как отметить человека на фотографии и так далее. Ну, это все как-то носители, которые переводят интерфейс. А там не только я, конечно, этим занимаюсь, но и действительно ребята, которые с детства хорошо владеют языком, они предлагают какие-то варианты, обсуждают между собой. Вместо старого иногда приходит новый, более хороший. Появляются интересные тоже задачи, например, нам надо было перевести словосочетание «бесплатный подарок», да, уже несколько раз упоминал этот пример. Значит, подарок по-астински «лавар» и бесплатный, например,
бесплатно работать будет. Да, лавар кушанный бафладышты, да, устали работать бесплатно. То есть бесплатный подарок, строго говоря, должно быть лавар, да, но это не очень хорошо. Ну и написали мы анафитга лавар, да, то есть а, подарок, за который не платишь. Вот. Ну, в принципе, рабочий перевод, ну, это все обсуждаемо, можно сделать лучше. Значит, не видна форма. Форма видна под описанием ролика, который вы сейчас смотрите в YouTube. То есть надо перейти на YouTube, может быть, вы смотрите где-то видео, ну, встроенное куда-то. Тогда не видно. Я попробую ссылочку тоже скину прямо в чат. Сейчас скопирую, пришлю в чат тоже форму. Это форма, которая нужна для канала Iron Chinik, чтобы они могли вас пригласить на свои следующие вебинары. Вы собирались не случайные участники, а в том числе люди, которые заинтересованы регулярно в таких мероприятиях участвовать, чтобы они могли их не пропускать. Но с другой стороны, вы на канале можете полистать, там есть записи предыдущих выступлений, в том числе на осетинском языке, да. Вот, и можно тоже с этим ознакомиться. Но планирую я на этом закончить. Да, бывают платные подарки. Это хороший вопрос. Да, в ВКонтакте бывают платные подарки. Да, вот это и смешно. Подарок ВКонтакте можно купить. Что имеется в виду? То есть ты покупаешь подарок и платишь какую-то сумму, там типа 50 рублей, и отправляешь какую-то симпатичную картинку человеку в чат. И он ее получает, и он знает, что за этот подарок уплачена какая-то небольшая сумма. То есть это не просто «привет, как дела?» или там какое-то выражение чувств, но и за этим стояла какая-то сделка, так скажем. Вот. И это называется подарки, но они по сути платные. Вот поэтому появилось словосочетание «бесплатный подарок». Оно странное и в русском языке, да. Но он в смысле платный или бесплатный для отправляющего. И на осетинском языке это было не очень, не сразу очевидно легко перевести. Вот. Ну, спасибо за внимание. Было очень приятно видеть, что много заинтересованных людей поучаствовало прямо на этапе прямого эфира. Ну и запись тоже останется, другие могут посмотреть. Будем вместе надеяться, что осетинский язык будет все лучше и лучше представлен в цифровой среде год от года. Спасибо, до свидания.